Саакская елка меня обогатила того, что я увидел балерин вживую. Не на картинках, а вживую. И я понял, как будто их чувства, вот, как у них ноги зудят. Достаточно сложно быть балериной. Даже в моей скульптуре она держится вот буквально на пальчиках своей штуки. Вот. Это очень больно, потому что у тебя обувь стесняет, у тебя после концерта у тебя всегда у балерин ноги в мозолях. То есть буквально у нее не пальцы, а мозоли ходячие, мне так кажется. При этом у нее всегда осанка, всегда прямо, как доска. И еще всегда они очень миниатюрные, то есть в основном. Их же должен человек вот так вот так вот делать. И это тоже, то есть очень мало кто может стать хорошей балериной или балеруном. Меня впечатлила сама суть балерины. У меня тоже как бы немножко тяжелая жизнь, конечно, с их мозолями не сравнится. Я фактически, у меня тут челюсть просто перекашена была в момент рождения. Как будто кто-то туда ударил молотком, там, нормально, соберем сейчас, приклеим. Владик родился 7-месячный на севере с серьезной патологией, челюстно-лицевой патологией. И, в принципе, нам сказали, что вы можете оставить ребенка в роддоме и отказаться от него. Либо не лечить его, и он тогда умрет. Потому что слишком маленький вес, слишком большие патологии, такие детки не выживают. У нас, в принципе, 4 операции уже пройдено, и осталось только косметология и ортодонтическое лечение. Ничего страшного, вот, оторвал, Владик впервые побывал на балете. Я боялась, что это ему не понравится, он не поймет, и он принял это. И, в общем-то, мой ребенок будет ходить в театр. На балет мы уже составляем программы, что будем дальше делать. Когда ты смотришь, как человек трудился, и у него получилось, и он делает это второй раз, и при этом это колоссальный труд, то есть балет это действительно сложно, это вот дает тебе хоть какую-то надежду на движение, то есть тебе сразу хочется сделать хоть что-то так же, как и они, то есть так же мастерски. Да, может быть, балет не все так воспринимают, но во всяком случае это понятно, это новогодние приключения, это интересно, и история очень интересная, взаимоотношений. И мне кажется, они должны сейчас, ребенок должен впитывать, вот маленькими шагами он должен пройти свой творческий какой-то вот, увидеть творчество, к чему можно стремиться, и какая красота на сцене и в жизни может быть. Аксаковскую елку придумали, чтобы дети отпраздновали тоже, которые болеют. Чтобы быть веселым постоянно, не грустить. Чтобы дети могли пообщаться друг с другом. Я думаю, что елка называется в честь писателя.
Аксаковская елка, потому что театр, в котором проводятся мероприятия, это раньше был дом Аксакова, это был дом, построенный на благотворительные средства. И поэтому мы решили продолжить эту традицию и назвать Аксаковская елка. Все показывают, здесь очень красиво, как будто бы как во дворце каком-то. То, что здесь собрались такие люди, как я, похожи, меня этого не смущает. Вот, например, моя двоюродная сестра. Лиля, скажи, как тебя зовут? Лиля. Ее зовут Лиля. Тебе понравилось это выступление? Да. Мне нравится, что меня пригласили. Тут раздают водичку, вкусняшки, палочку-выручалочку, гримируют штуками. В общем-то, прекрасно. Не бывает детей с ограниченными возможностями, бывают родители с ограниченными возможностями, которые не хотят, не могут, не знают. Это тоже бывает такое. Что делать с этими детьми? Нужно помогать детям, у которых не очень получилось в жизни, то есть с рождения они не такие, как все. Часто у таких детей появляется какой-то разум иной. То есть они могут становиться комиками или скульпторами, или деятелями искусства, то есть те, кто рисует. Все-таки кто-то за нами приглядывает, и кто-то нам помогает. То есть кто-то рядом с нами, он может нам помочь в какую-то трудную минуту. Для некоторых родителей это просто невероятный праздник, потому что странно, что именно их вызвали, а не кого-то другого. Парень мандаринами угощает. Дело. Спасибо. Спасибо, мальчик. Аксаковская елка приходит уже второй раз. Эта елка такая добрая, такая сказочная. Дети как будто попадают в сказку. Здесь много разных сказочных героев. Все очень волшебно. Я думаю, детям очень понравилось. Я уже, как Дед Мороз, к вам приезжаю. И как Дед Мороз хочу пожелать вам прежде всего здоровья. И чтобы вы получали много удовольствий. И не только сегодня на празднике, но и в течение года. Надо иметь очень большое сердце и доброту, чтобы помогать детям в этой ситуации. Ну, многие проходят, ребенок с проблемами, ну и пусть. Ну а что же, ведь живое существо тоже чувствует, тоже понимает, тоже радуется. Посмотрите, как они сейчас шариками бегают, разукрашенные, к елке, к Деду Морозу подходят, подарки получают. Да это же замечательно. Причем это не единичная акция, это уже традиция получается.
идем. Как тебя зовут? Влад, идем к нам. Так, Влад, давай сюда половина. Держи. И видел, как я делал? Точно так же, вот себя. Раз. Держи крепко, не бойся. Крепко держи. Давай еще раз попробуем, еще раз. Раз. А где аплодисменты? Итак. Я держал как-то попугая, и это было страшно, потому что у него достаточно странное лицо, то есть у людей-то тут впадина, а у него просто глаз торчит. Это страшно. Дети удивлялись, то есть его фокусы с пам, и там вылетает белый голубь. Такая красивая, да? Я засучу рукава. Ой, мне понадобится чуть-чуть водички, совсем чуть-чуть. Мы свернем маленький кулек и скажем все вместе волшебные слова. У наша рыбка станет самой настоящей. Чудеса случаются с теми, кто в них очень верит. Вот если ты перестаешь верить в чудеса, то они с тобой не случаются. А если ты как-то вот внутренне ждешь, то что-то хорошее должно быть. Не может быть черное, всегда будет хорошее. То оно придет. Рано или поздно оно случается, и ты просто в это веришь. Я считаю чудом то, что я вообще дожил до этого момента, и сейчас смотрю на вас своими глазами. Вот. Лизонька, с Новым годом тебя поздравляем. Свой подарочек. Это тебе мышка. Это, знаете, такой лакмус общества, благотворительность. К сожалению, он у нас еще не очень развита, благотворительность. Но на конкретном этом примере, что делается в республике в этом, я хочу сказать, что люди имеют доброе сердце, и не очень иногда даже богатые, но и среднего достатка, которые понимают, что такое благотворительность, и занимается благотворительностью. Когда вот есть отзыв от души помочь рублем, 100 рублями, тысячами, миллионами, это надо делать. Любовь побеждает зло всегда. Обычная мораль сказки. Во всех так сказках. В жизни не всегда так получается. То есть иногда зло побеждает. Но это мир, а не игра. Да, бывает, говорят, эти дети никому не нужны, это обуза государства. Мне это очень обидно, потому что это действительно, вот у меня у ребенка одна патология, но она лечится, а инвалидность души, она не лечится. Это нужно как-то самому развиваться. Человек важен не снаружи, а внутри. То есть если, допустим, человек нормальный, но внутри он буквально гниль, то вот это уже особенный человек. А когда у человека внутренний мир нормальный, и при этом у него там немного какое-то отклонение в развитии или что-то типа такого, это несущественно. Главное, что у тебя в душе. Моя позиция.